Теперь я уже перед вами приношу извинения, что на час сдвинули, потому что Мирополис не передвинул время, и комнату просто не открыли по европейскому времени, по-новому. Sergej sa vám ospravedlňuje ešte raz, že sme posunuli hodinu o 1 hodinu naviac, pretože Minneapolis sa nepresunul na európsky čas. Вот. Я надеюсь, что в следующую среду Unisky вебинар мы будем проводить уже в штатном режиме, по расписанию и без всяких технических сбоев. Dúfam, že už budúcu stredu bude všetko podľa rozvrhu webinárov a без всяких проблемов. Начинаем тогда нашу традиционную работу по средам на Unisky вебинаре. A preto začíname našu tradičnú prácu na Unisky webináre. Начнем, наверное, с самой такой важной даты, которую мы сегодня не раз уже на вебинарах в России обсуждали, и вам я хотел довести, ну, скажем так, свою эмоцию и свои соображения по поводу сегодняшней даты, по поводу сегодняшнего числа. Začal by som hneď z dnešného dátumu, pretože je to jedno z veľmi dôležitých dátumov. Sme to už rozprávali o tom s Rusmi a chcem sa o to podeliť aj s vami, so svojimi emóciami a pocitmi. 29 марта 2014 года мы провели первую конференцию Skyway в Москве, когда начали работать по программе краудинвестинга и многоуровневого маркетинга. Práve 29. marca 2014 sme uskutočnili prvú konferenciu, ktorá sa konala v Moskve a začali sme crowd investing a makroúrovňové investovanie. Это начало очень большого пути, который сегодня позволяет уже сделать определенные выводы и увидеть те результаты, которые мы достигли за эти 3 года. To bol začiatok dlhej cesty, ktorý nám dnes dovoluje vidieť všetky závery a výsledky, ktoré sme stihli spraviť za tieto 3 roky. Те, кто пришел к нам на эту первую конференцию, а вот буквально час назад мы проводили вебинар для русскоязычных наших инвесторов, там около 10 человек было тех, кто были на нашей первой конференции в Москве. Tí, ktorí sa zúčastnili tejto prvej konferencie, už sme spomínali, práve pred hodinou bol webinár pre rusky hovoriacich investorov a bolo v tejto miestnosti 10 ľudí, ktorí sa tejto prvej konferencie zúčastnili. И они помнят, когда мы, проводя первую конференцию, обещали, что мы создадим конструкторское бюро, что мы создадим опытное промышленное производство, что мы будем строить демонстрационный экотехнопарк. A oni si práve pamätajú na to, ako sme im vtedy sľubovali, že vytvoríme konštruktorskú kanceláriu, takisto aj skúšobnú výrobu a budeme sa zaoberať aj экотехнопарком. И тогда в проект люди приходили чисто на интуиции и на вере. То есть кто доверял нам как команде, кто доверял проекту и кто не боялся рисковать небольшими деньгами. A práve vtedy sa do projektu zapájali iba tí ľudia podľa intuície, kto nám veril, kto veril našej spoločnosti a nebal sa investovať neveľké peniaze. Но здесь и надо заметить одну очень важную вещь, на которую бы я хотел обратить ваше внимание. No chcel by som počiarknúť jednu veľmi dôležitú vec, na ktorú by som vám dal rád do pozornosti. То есть дисконт или венчурная премия, которая выплачивается компанией на инвестиции, была 1 к 5000. Ide o diskont alebo tiež rizikovú odmenu, ktorá sa vypláca spoločnosťou, vtedy bola 1 ku 5000. То есть те инвесторы, те партнеры, которые пришли в самой ранней, в самой рисковой стадии, они очень достойно вознаграждены.
Takže tí investori, ktorí prišli čo najskôr do projektu a investovali, tak tí budú mať najväčšiu odmenu. Сегодня мне часто задают вопросы на конференциях, а будет ли еще когда-нибудь такой дисконт или возможны ли условия, чтобы еще была такая премия? A v súčasnosti mi mnoho ľudí na konferenciách zadáva otázky, či ešte niekedy bude taký diskont alebo podmienky. Здесь можно однозначно ответить нет. Môžeme jednoznačne povedať, že nie. Таких условий больше не будет. Také podmienky už viac nebudú. Потому что за это время мы обещали создать конструкторское бюро. Сегодня работает 260 высокопрофессиональных конструкторов. Pretože za ten čas sme sľúbili vytvoriť konštruktorskú kanceláriu, kde dnes pracuje 260 odborníkov, profesionálov, konštruktérov. Мы обещали создать опытное промышленное производство. Сегодня у нас в собственности завод, способный выпускать до 2-3 тысяч машин в год именно как опытное производство. Dnes už máme skúšobno-priemyselnú výrobu, ktorá je schopná ako fabrika vyrábať 2 až 3 tisíc automobilov za rok. Мы обещали построить демонстрационные образцы и создать экотехнопарк. 1 июля мы будем демонстрировать 5 основных направлений транспортной технологии Skyway. Tiež sme sľúbili vytvoriť demonstračné modely a zaoberať sa ekotechnoparkom. 1. júla toto všetko demonstrujeme, ukážeme 5 základných modelov. И четвертый очень важный момент, который мы добавляем сегодня к тем, кто приходит в проект и показывая его реальность, о том, что у нас есть реальные заказы, реальные адресные проекты и реальные партнеры по всему миру, которые хотят строительства технологий Skyway у себя дома, на своей территории. A štvrtý veľmi dôležitý moment je ten, ktorý všetkým hovoríme, ktorí teraz prichádzajú do projektu, že už máme reálne objednávky na reálne adresné projekty a máme partnerov po celom svete, ktorí chcú zaviesť túto technológiu на своем území. И поэтому, друзья, абсолютно закономерно, что сегодня уже премия и дискаунты не 1 к 5000, а 1 к 200. A teda je jasné, že dnes už nie je diskont 1 ku 5000, ale 1 ku 200. И с начала запуска проекта мы сегодня находимся уже на 9-м этапе из 15 запланированных, которые должны быть для того, чтобы капитализировать интеллектуальную собственность и те пакеты инвестиционные, которым мы обладаем. A v súčasnosti sa projekt už nachádza na 9. vývojovej etape z 15 naplánovaných na to, aby kapitalizoval majetok a všetky balíky, ktoré spoločnosť má vo svojom vlastníctve. Наталья, слышно? Да, слышно. Наталья. Все, отлично, отлично, Да, а то у вас что-то слышно. загудело. Вот. И сегодня объем поступаемых инвестиций и прихода новых инвесторов нам четко дает гарантию, что мы выполним 9-й этап и еще до 1 июля, то есть до Экофеста, перейдем на 10-й этап развития программы. A v súčasnosti nám objem investícií a nových investorov zreteľne potvrdzuje a garantuje, že 9. vývojovú etapu splníme a ešte do začiatku Ekofesta prejdeme do 10. vývojovej etapy. И здесь я могу сказать, что и Словакия, и Чехия, и Венгрия – это наглядный показатель того, как демонстрация на полигоне приводит к увеличению инвестиций. A dnes môžem povedať, že napríklad také Slovensko, Česko a Maďarsko sú priamym ukazovateľom toho, ako demonštrovať všetko na skúšobnom poligóne.
прежде чем лидеры, которые сегодня работают в Словакии, это Франтишек Солар, в Венгрии это и Стефан, и Франтишек Франа, и господин Ласло, они все сначала были у нас в Мариной Горке и своими глазами увидели то, что реально делается. A líderi, ktorí pracujú na Slovensku ako František Solár, alebo v Maďarsku Stefan, František, alebo tiež Láslo, boli najskôr v Marinej Gorke, aby všetko uvideli na vlastné oči. И это как раз очень действенный механизм, который мы сегодня используем по всему миру. A je to fungujúci mechanizmus, ktorý dnes používame po celom svete. Я вам уже в прошлый раз говорил, что 2 недели назад я проводил переговоры с министром транспорта Израиля по презентации технологии Skyway. A už som vám hovoril, že pred 2 týždňami som rokoval s ministrom dopravy Izraela kvôli projektu Skyway. И он мне сказал, что все, что я говорил, это выглядит как фантастика. A mi povedal, že všetko, o čom hovorím, vyzerá fantasticky. Он сказал, что он мне не поверил. Povedal mi, že mi neuveril. Я его пригласил в экотехнопарк в Марину Горку. A ja som ho pozval do ekotechnoparku v Marinej Gorke. И на это он мне сказал, что если это все правда, то я хочу увидеть такого человека, как Юницкий, и пожать ему руку. A on mi na to povedal, že ak to všetko je pravda, tak chce to na vlastné oči uvidieť a podať si ruku s pánom Junickým. И в июне у него будет такая возможность, сегодня планируется этот приезд. V júni bude u neho taká možnosť, plánuje sa jeho príchod. И это как раз сегодня является тем фильтром или тем порогом, который отсекает тех, кому интересна технология, от тех, кто просто любопытствует. A je to filter, ktorý vyčleňuje tých ľudí, ktorí sa o projekt zaujímajú a tých, ktorým nie je zaujímavý. Все презентации, все переговоры с крупными инвесторами и с серьезными бизнесменами заканчиваются сегодня приглашением в экотехнопарк. A všetky prezentácie a rokovania s veľkými investormi a biznismenmi sa končia tým, že ich pozývame do ekotechnoparku. Потому что когда человек хочет инвестировать серьезные деньги, когда он хочет выстроить серьезный бизнес, первое, что он должен делать, это убедиться и увидеть это все своими глазами. Pretože ak chce dnes niekto seriózne investovať svoje vlastné prostriedky, je dôležité, aby uvidel na vlastné oči a uveril. И сегодня уровень делегаций посещения экотехнопарка постоянно повышается. A v súčasnosti sa úroveň návštev delegácií neustále zvyšuje v ekotechnoparku. Сегодня реально уже готовятся и обсуждаются визиты первых лиц ряда государств. V súčasnosti sa už reálne pripravujú návštevy dôležitých osobností štátov. После Экофеста, то есть после 1 июля, обсуждается и намечается уже посещение экотехнопарка президентом Азербайджана. A už po 1. júli, teda po Ekofeste, sa rieši návšteva prezidenta Azerbajdžanu. Ведутся переговоры и уже получено согласие от посещения первых лиц Турции. A tiež sa stále rokuje a už je teda aj odklepnuté, že prídu aj dôležití ľudia z Turecka. И эта работа сегодня
только-только набирает обороты, потому что демонстрация сегодня становится и реальной, становится явью. A táto práca naberá na obrátkach a stáva sa reálnosťou. Поэтому мы четко понимаем, что с 1 июля в жизни и в развитии проекта будет новая ступень, новый этап. A preto vieme a sme si tým istí, že 1. júla sa v živote a v rozvoji Skyway začne nová etapa. Для нас, с точки зрения построения бизнеса, кто сегодня зарабатывает и на привлечении инвесторов, и на продвижении адресных проектов, A pre nás kvôli vytvoreniu biznisu ohľadom adresných projektov a lákania nových investorov, это означает, что интерес к программе будет только увеличиваться. to všetko označí, že záujem o tento program sa bude stále len zvyšovať. И, соответственно, по законам бизнеса спрос на те обязательства, которые мы сегодня продаем, будет только увеличиваться. A podľa zákonov Про Эрдогана спрашивают. Да, приедет Эрдоган в Экотехнопарк. A podľa zákonov biznisu, to, čo sa predá, na tom sa bude len zarábať. Я как пример приведу вот сегодня началась инновационная выставка в Джакарте, это столица Индонезии. Ako príklad uvediem, dnes začala práve inovačná výstava v Džakarte, to je hlavné mesto. Это крупнейшая азиатская выставка инноваций в сфере транспорта. Je to veľká aziatská výstava v sfére pravy. Технологию Skyway там представляют два очень талантливых парня, два талантливых молодых человека. Это Виктор Бабурин и Алексей Суходоев. Я думаю, что вы все их хорошо знаете. A tam práve technológiu Skyway prezentujú dvaja talentovaní muži, a to je Viktor Baburin a Alexej Suchodojev, ktorých určite dobre poznáte. Я не буду сейчас перечислять, с кем и как они встречались, на каком уровне, но один из людей, который принял приглашение посетить Экотехнопарк, это бывший заместитель генерального секретаря ООН по экологии. Nebudem hovoriť všetkých, s ktorými rokovali, no chcem spomenúť jedného, prijal účasť návštevy bývalý zástupca OSN pre ekológiu. Он посетил наш стенд Skyway на этой выставке в Джакарте. On navštívil náš stánok na tejto výstave v Džakarte. И просто, как по-русски сказать, просто влюбился в технологию Skyway. A jednoducho vedáme, zalúbil sa do tejto technológie Skyway. Потому что он увидел ответы на все вопросы, которые сегодня ставят именно экологические проблемы технологиями перед цивилизацией. Pretože práve tam uvidel všetky odpovede na svoje otázky, ktoré stoja pred ekológiou, čo sa týka technológie Skyway. Iné technológie si s týmto poradiť nevedia. Ну, а когда Алексей рассказал ему еще о программе регенерации земель, о том, что технология Skyway – это возрождение и почвы, и земледелия, и все, что есть вокруг трассы, он сказал, что я обязательно хочу приехать и это увидеть. A keď mu ešte k tomu všetkému Alexej porozprával o regenerácie zeme, o pôde a o všetkom, čo sa bude nachádzať okolo trasy, tak povedal, že určite príde. И таких примеров сейчас, друзья, очень много. Это как раз показывает о том, как настоящие профессионалы видят и оценивают то, что мы с вами сделали. Takých príkladov, milí priatelia, je naozaj veľa. A to všetko dokazuje, ako profesionáli vidia a ohodnotia tento projekt. Естественно, что это придает нам все больше сил и уверенности, понимая, что мы делаем по привлечению новых инвестиций и инвесторов.
A to nám dodáva stále nové síly, aby sme stále priťahovali nových investorov. А вам, как нашим партнерам, как людям, которые строят на этом бизнес, это дает абсолютную уверенность и абсолютную основу для того, чтобы очень честно и привлекать людей в наш бизнес. A vám ako našim partnerom, ktorí na tomto stavajú svoj biznis, vám to dáva istotu a základ, aby ste mohli úplne čestne pozývať do tohto projektu ďalších investorov. Ведь то, что вы сегодня видите и знаете о технологии Skyway, и то, что вы изучаете и смотрите на сайтах и в наших материалах, a to, čo všetko o technológii viete a vidíte a čítate na našich web stránkach, это очень незначительная, очень малая часть реально того, что сегодня находится в потенциале технологии. To je naozaj zanedbateľná časť toho, čo sa v potenciáli technológie naozaj nachádza. Я приведу такой пример. Uvediem takýto príklad. Ведь мало кто из вас задумывается, когда вы презентуете технологию Skyway, Málo z vás sa zamýšľa nad otázkou, keď prezentujete technológiu Skyway, о том, что она совсем не потребляет нефти. o tom, že ona vôbec nepotrebuje naftu. Она абсолютно не потребляет сегодня ту электроэнергию, которая вырабатывается на электростанциях, которые работают на угле, на газе и на нефти. Táto technológia vôbec nepotrebuje elektrické zdroje, pretože si sama dokáže vyrobiť. Более того, эти трассы Skyway сами вырабатывают электроэнергию и для своего потребления, и для того, чтобы еще выдавать электроэнергию вовне. A okrem toho, tieto trate Skyway vyrábajú teda elektrínu sami pre seba, no aj preto, aby mohla sa ešte spotrebovať vo vnútri. И вы понимаете, насколько глупо звучит вопрос, а чем ваша дорога, допустим, отличается от магнитного подвеса или от скоростной железной дороги Siemens. A potom naozaj hlúpo znie otázka, čím asi sa naša cesta odlišuje napríklad od železničnej trate Samsung. Я всегда задаю встречный вопрос. A ja hneď na to dám protiotázku. Вы можете себе представить сегодня скоростной поезд, который не потребляет энергию, а перевозя пассажиров, vyrabатывает электроэнергию? Viete si predstaviť taký rýchlik, ktorý nepotrebuje energiu a aj tak vozí ľudí a sám si ju vyrába? Мне сегодня все отвечают однозначно, это невозможно. Všetci mi jednoznačne odpovedajú, nie je to možné. А мы это сегодня уже показываем на полигоне. Для нас это реальность, для нас это возможно. A my to v súčasnosti už všetko dokazujeme a ukazujeme na poligóne. Pre nás je to reálne a možné. И вот этим мы отличаемся от всех традиционных сегодня транспортных систем. A práve týmto sa odlišujeme od všetkých tradičných dopravných systémov. Они все потребляют сегодня энергию. V súčasnosti všetky potrebujú energiu. Они все загрязняют сегодня экологию и окружающую среду. Všetky znečisťujú okolité ovzdušie. А мы нет. A my nie. Мы не просто перевозим грузы идей дешевле. Nie len, že prevážame ľudí a náklady lacnejšie, А мы еще восстанавливаем экологию, которая вокруг. no aj obnovujeme ekológiu, ktorá je vôkol. Очень многие вещи сегодня трудно представить при сравнении с сегодняшним поездом, автомобилем или самолетом. Veľa vecí si nedokážeme dobre predstaviť, keď si predstavíte súčasný automobil alebo lietadlo. Но также в свое время было трудно представить преимущество мобильной связи
когда мы все пользовались только проводной. No v tom čase bolo ťažko si predstaviť aj napríklad mobilné spojenie, keďže sa používalo inak. Это технологии третьего тысячелетия. Je to proste technológia 3. tisícročia. Это технология шестого технологического уклада. Не слышно было. Так, Наталья, это технологии третьего тысячелетия и шестого технологического уклада. Takže ešte raz, je to technológia 3. tisícročia. Это то, что сегодня от нас требует сегодняшний день. Je to práve to, čo od nás potrebuje dnešný deň, súčasnosť. И когда нам задают вопрос, Ak vám zadajú otázku, на чем стоит ваша уверенность по капитализации интеллектуальной собственности, na čom stojí vaša istota kapitalizácie vášho majetku vlastníctva, так вот как раз на том, что мы решаем те проблемы, которые сегодня крайне актуальны. tak stojí na tom, že riešime práve tie problémy, ktoré sú dnes krajne aktuálne. И вопрос даже не стоит в быстром и дешевом перемещении. Takže otázka nie je založená na tom, že veľmi rýchlo a lacno sa premiestniť, А общий комплекс, который сегодня стоит клубком и решения в отдельности по задачам не имеет. Pre nás je dôležitý taký všeobecný komplex a riešenie otázok jednotlivo nie je pre nás dôležité. Сегодня без технологии Skyway невозможно решить проблему пробок в крупных мегаполисах. Bez technológie Skyway napríklad dnes nie je možné riešiť problém napríklad zápiek vo veľkých mestách a metropolách. Мы решаем эту проблему. My vieme vyriešiť tento problém. Сегодня основная проблема автомобиля – это его опасность, это смертность. Сегодня на дорогах гибнет 1,5 миллиона человек в год, и 15 миллионов становятся инвалидами. V súčasnosti je veľmi vážnou otázkou napríklad nebezpečnosť na cestách a úmrtnosť v automobiloch, kde ročne zomiera 1,5 milióna ľudí a 15 miliónov ešte ďalších invalidov. Мы решаем эту проблему. На наших дорогах не будет гибнуть ни один человек. Riešime tento problém. Na našich trasách nebude umierať ani jeden človek. Сегодня проблема экологии, проблема озонового слоя, проблема СО, то есть выброса СО в атмосферу. Dnes súčasné problémy sú problémy ekológie, problémy ozonovej diery, vypušťania CO2. Мы решаем эту проблему. Мы не будем сжигать ни одной тонны нефти. Riešime tento problém. Nebudeme spaľovať ani 1 tonu nafty. Но при этом будут перемещаться миллиарды пассажиров и миллиарды тонн грузов. No práve preto sa budú prevážať miliardy pasažierov a tiež miliardy nákladov. Сегодня стоит проблема, это большегрузы, фуры на европейских и американских дорогах. V súčasnosti je problém taký na európskych a amerických cestách. У нас готово решение, когда ни одной фуры, ни на одной европейской дороге больше не будет. И это ближайшее будущее. A my máme také riešenie, že ani jedna fúra na týchto cestách nebude. Я могу еще перечислять ряд безусловных преимуществ технологии Skyway. Teraz môžem vymenovať radu výhod technológie Skyway. И
И мы много это обсуждали, еще будем обсуждать на наших конференциях, когда мы будем встречаться лицом к лицу, то есть офлайн. Veľa z toho sme riešili a ešte aj budeme riešiť na našich konferenciách face to face. Сегодня, именно в дату трехлетия, или когда мы начали 3 года назад проводить первые конференции, a práve dnes, 3 roky dozadu, kedy sme začali prvou konferenciou, мы сегодня имеем право, заработали право сказать, что мы говорили и мы сделаем. Сделали. A máme dnes právo teda povedať, že sme o tom rozprávali a aj sme to spravili. Исходя из этого, мы сегодня говорим некоторые вещи вперед. A práve vychádzajúc z tohto môžeme niektoré veci povedať dopredu. И у нас есть абсолютная уверенность, то, что мы сегодня говорим, мы также выполним через год, через 2, через 3 года вперед. A sme si absolútne istí, že to, čo dnes povieme, určite vyplníme za rok, za 2, za 3. А это, друзья, первым этапом, который стоит, это капитализация тех пакетов, которые сегодня получаются на венчурной стадии проекта. A jednou z dôležitých úloh je kapitalizácia tých balíkov, ktoré stoja na rozhraní rizikových проектов. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание, что сегодня текущий дисконт для тех, кто входит в проект инвестиций, это 1 к 200 средний. A preto vám ešte raz dávam do pozornosti, že pre tých, ktorí prichádzajú do projektu, je aktuálny diskont 1 ku 200. Это, конечно, намного ниже, чем были год, 2, тем более 3 года назад. Je to o mnoho menej, ako bolo pred rokom, pred 2 či pred 3. Но это очень высокая доходность для проекта, который находится на такой стадии реализации. Aj tak je to stále vysoká ziskovosť, pretože sa nachádza tento projekt na tejto etape štádiu. И сейчас, когда до Экофеста осталось 95 дней, a teraz, keď ešte do Ekofestu zostalo 95 dní, не знаю, наши венгерские и словакские друзья, наверное, те, кто из советского времени понимают, что такое 100 дней до приказа. Neviem, či naši slovenskí a maďarskí priatelia vedia, čo znamená 100 dní do príkazu. Это когда идет обратный отсчет до очень важного события. Je to to, keď ide spätné vyúčtovanie do tejto udalosti. Почему для нас очень важно 1 июля и этот Экофест, на который соберется от 3 до 4 тысяч наших партнеров в Мариной Горке? Prečo je pre nás tak dôležitý ten 1. júl a Ekofest, kde plánuje navštíviť ho 3 až 4 tisíc našich partnerov? Это точка, в которой сойдутся все планы производственные, которые сегодня реализуются в каждом направлении отдельно. Je to práve taký bod, kde sa zídu všetky naše priemyselné plány, ktoré sme doteraz realizovali oddelenie jednotlivo. И к 1 июля это все будет сведено в одном месте и в одно время. A práve 1. júla to bude všetko spojené a zlúčené do jedného miesta a v jednom čase. И после 1 июля ни у кого не останется ни сомнений, ни вопросов, что такое технология Skyway и какие проблемы и какие решения она предлагает. A po 1. júli bude všetkým jasné a nikto nebude mať pochybnosti ohľadom nejakých otázok, problémov a riešení technológií Skyway.
После этого мы ожидаем просто взрывной интерес к технологии и, как следствие, большой интерес у крупных инвесторов, фондов к проектам с использованием технологий Skyway. A práve po tejto udalosti očakávame obrovský záujem nových investorov, najmä tých, ktorí teda uvidia aj adresné projekty. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что вот эти 3 месяца с точки зрения именно венчурного бизнеса по привлечению инвесторов, инвестиций и максимальной доходности, он просто уникален. Уникальны эти 3 месяца. A preto vám chcem dať znova do pozornosti, že tieto 3 mesiace, ktoré sa týkajú rizikového biznisu, sú veľmi dôležité na znova притягнутие новых инвесторов на новые инвестиции. И, как вы уже, наверное, заметили, мы постоянно даем информацию, которую можно использовать, которая интересна для потенциальных заказчиков, инвесторов, бизнесменов. A určite ste si už všimli, že my stále dávame rôzne informácie, ktoré by mohli byť zaujímavé pre potenciálnych objednávateľov, partnerov a tak ďalej. Я сам практически каждый день веду переговоры с заказчиками и с крупными инвесторами. A práve ja sám každý deň rokujem s veľkými investormi a s objednávateľmi. И я вижу, как меняется представление и интерес к той технологии, которую мы представляем. A ja sám vidím, ako sa mení predstava o tejto technológii, ktorú prezentujeme. Поэтому я вас сейчас, ну скажем так, призываю и рекомендую использовать эти 3 месяца для того, чтобы привлечь максимальное количество и инвесторов, и инвестиций. A preto vás z tohto miesta vám chcem odporučiť, aby ste za tieto 3 mesiace dokázali doviesť čo maximálne najviac investorov a investícií. Для того, чтобы сформировать свой личный, как можно больше инвестиционный пакет. Na to, aby ste si sformovali svoj osobný, ako možno najväčší investičný balík. По нашим оценкам, к концу года этот пакет начнет резко дорожать. A podľa našich hodnotení práve koncom roka sa tento balík začne veľmi rýchlo a prudko zdražovať. И вполне вероятно, что в течение следующего года он сначала достигнет номинала, а потом начнет повышаться в цене. A sme si istí, že v priebehu budúceho roka dosiahne nominál a potom sa bude to len zvyšovať. Откуда у нас такая уверенность? Odkiaľ si taký istý? Вся капитализация интеллектуальной собственности и капитализация компаний, где мы сегодня с вами являемся акционерами и партнерами, kapitalizácia svojho vlastného vlastníctva a tiež kapitalizácia spoločnosti, kde my všetci sme partnermi, ориентируется на конкретные адресные проекты и на их капитализацию и прибыль. Sa orientuje konkrétne na adresné projekty, na ich kapitalizáciu a na ich výnos. У нас сегодня уже создано 8 управляющих компаний, где контрольный пакет 51% принадлежит нашей компании. V súčasnosti máme vytvorených 8 vedúcich spoločností, kde tento kontrolný balík predstavuje 51% vlastníctva spoločnosti. Так вот, капитализация только одной управляющей компании, у которой в пакете 8 адресных проектов, a preto kapitalizácia iba jednej spoločnosti, ktorá má vo svojom balíku 8 spoločností,
потенциальная стоимость этой компании превышает 250 миллиардов долларов. A práve potenciálna hodnota takéhoto niečoho je 250 miliard dolárov. А таких управляющих компаний будет десятки и десятки. A práve takýchto spoločností bude desiatky a desiatky. А адресных проектов будут сотни. A adresných projektov budú stovky. И мы сегодня, вот командой, которая занимается продвижением проектов, мы работаем в этом каждый день. A v súčasnosti náš tým, ktorý sa zaujíma o to, aby stále technológia napredovala, sa týmto zaoberáme každý deň. Поэтому за утверждением, что венчурная капитализация перейдет сначала в номинал, а потом выше, строится на том, что интерес и спрос на эту технологию будет постоянно только возрастать. A preto tvrdenie, že prejde riziková kapitalizácia najskôr do nominálnej hodnoty a potom sa bude stále cena zvyšovať, je len potvrdením práve záujmu a dopytu, ktorý bude tiež stále rásť. И это единственное, что я могу вам гарантировать. Я не могу сказать, сколько будет стоить акции. Я не знаю, за сколько и по какой цене вы их можете продать. Jediné, čo vám môžem garantovať, pretože neviem, koľko budú stať akcie, za koľko ich vy môžete predať. Но я вам точно могу гарантировать и обещать, что спрос на эти обязательства, на эти бумаги будет только увеличиваться. Ale s určitosťou vám môžem garantovať, že práve dopyt na tieto cenné papiere určite bude. A bude len rásť. Ну а система работы построена таким образом, что у нас практически каждую неделю приходят новые новости, у нас приходят новые подтверждения возможности технологии и возникают новые партнеры, которые хотят участвовать в проекте. A systém práce je následovný. Každý týždeň ponúkame rôzne novinky a správy, rôzne tvrdenia, technológie a prichádzajú k nám noví partneri. Вот в следующую среду у нас уже в вебинаре будет участвовать и Виктор Бабурин, и Алексей Суходоев. Na budúcu stredu už v našom webinári bude zúčastnený aj Viktor Baburin a Alexej Suchodojev. По результатам поездки в Юго-Восточную Азию это Индонезия, Малайзия, Сингапур. S výsledkami prídu z juhovýchodnej Ázie ako Indonézia, Malajzia, Singapur. Я вас абсолютно могу точно заверить, что мы узнаем о новых партнерах и новых адресных проектах не только в Азии, а по всему миру. A môžem vám na 100% povedať, že vy sa dozviete o nových pardoch, o nových adresných projektoch a nie len tam, ale po celom svete. И это все также будет ложиться в копилку капитализации наших с вами пакетов, которые формируются на вот этой венчурной стадии. A všetko toto bude tiež spadať do kapitalizácie našich balíkov, ktoré sa nachádzajú stále v rizikovom štádiu. Ну, в общих чертах это вот то, что я хотел сегодня до вас довести, вам рассказать, используя повод, что сегодня 3 года, как проведена первая офлайн конференция Skyway. No a vo všeobecnosti je to asi všetko, čo som vám chcel dnes povedať a chcel som teda využiť ten moment, že práve dnes sú 3 roky od toho, kedy bola uskutočnená prvá konferencia. После этого, конечно, были проведены еще сотни конференций. Odvtedy už boli uskutočnené stovky ďalších. Насколько я сейчас понимаю по датам, в начале июня у нас намечается большая конференция в Будапеште.
A práve na začiatku júna sa nám črtá konferencia veľká v Budapešti. Я с большим удовольствием приеду на эту конференцию и пообщаюсь со всеми инвесторами, заказчиками, партнерами. Určite na túto konferenciu prídem rád sa zoznámim s novými investormi, partnermi, объединявателями. Где-то на середину мая у нас готовится большая конференция в Италии. V máji bude veľká konferencia v Taliansku. До этого у нас будет конференция в Праге и в Словакии. Там Франтишек Солар тоже готовит целый ряд сегодня конференций. Dovtedy ešte bude u nás konferencia v Prahe s pánom inžinierom Františkom Solárom a celý rad konferencií. 8-9 апреля у нас будет большая встреча с партнерами, с коллегами и с инвесторами во Франции, в Париже. Так, Наталья? Да, ну просто первую часть предложения было слышно, и вторую уже нет. Не знаю, что пропало. 8-9 апреля будет большая конференция в Париже. Takže 8. až 9. apríla nás čaká veľká konferencia v Paríži. Эта работа сегодня крайне необходимая, поэтому фактически мы уделяем ей сейчас все время и все силы. Možno povedať, že táto práca nám teraz zabera všetky síly a všetok čas. Vynakladáme čo najväčšie úsilie. Вот. Ну, теперь давайте тогда по наиболее интересным или наиболее важным вопросам, которые вы хотели бы сейчас задать. Вот, Наталья, Чаба, то есть давайте тогда, если есть вопросы, которые можно ответить прямо вот сходу и сейчас, для того, чтобы развеять какие-то сомнения. Да, у меня один вопрос, Словакия. Слышно меня? Да, слышу. Да, Наталья, слышу. Ну, хорошо. Хорошо. Здесь пишет один наш гость, что была опубликована статья, что в Индии будут реализировать какой-то поезд японского изготовления. Что потом будет Skyway? Будет и Skyway там или нет? Ну, я вижу, да, на русском языке написано, так сказать. Поэтому, друзья, здесь ответ очень простой. Технологий, которые сегодня решают скоростное перемещение, их несколько, их много. Так, Чаба, вопрос звучит так, что сегодня прошла информация, что в Индии собираются строить скоростные железные дороги. Как это отразится на Skyway? То есть вот на наших договоренностях. Да. Takže priatelia, odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Tých technológií, ktoré sa zaoberajú rýchlostnou prepravou, je naozaj veľa. Я вот уже начал отвечать, что сегодня технологии, которые позволяют решать быстрое скоростное перемещение, их несколько. Dobre, teraz opakoval iba. Но, как вы понимаете, что победит в этой конкурентной борьбе только наиболее оптимальная, дешевая, качественная технология. No musíte pochopiť to, že v takomto boji konkurencii vyhrá len tá, ktorá je optimálne kvalitná a aj lacná. Má výrobu a potom aj prevádzku. Вы никого в Индии не заставите строить дорогие железные скоростные дороги, если рядом будет демонстрационный полигон, который будет показывать дешевые скоростные дороги Skyway. V Indii určite nevystávajú nejakú železničnú trať,
ak hneď vedľa nej bude drahú železničnú trať, ak hneď vedľa nej bude stať skúšobný polygón, ktorý bude ukazovať na to, aká je iná technология лacná. А у нас нет никаких сомнений, что сегодня ни одна технология даже близко не может сравниться с технологией Skyway. Поэтому наша задача строить, показывать, демонстрировать и доказывать преимущество технологии Skyway. A preto v súčasnosti nemôžeme ani pochybovať o tom, že nejaká z týchto iných technológií by bola aspoň blízka našej, dokonca sa nedá ani porovnať. A preto je našou úlohou postaviť, ukázať a demonstrovať a ďalej rozširovať našu технологию. Да, вот что мы с вами и делаем, и, соответственно, при демонстрации, когда мы будем показывать, все при сравнении будет очевидно. A to s vami aj robíme. Pri demonstrácii, napríklad v porovnaní, všetko uvidíte. С нами можно было конкурировать или утверждать, что наша технология не настолько эффективная, пока мы этого не могли показать. A s našou technológiou mohol konkurovať, alebo o našej technológii mohol niekto tvrdiť iba dovtedy, dokedy sme to nemohli ukázať. Как только мы приступили к демонстрации, голословные утверждения больше не пройдут. То, что мы показываем, мы доказываем экспериментально. Dobre. A až keď sme pristúpili teda k demonstrácii, mohli sme všetko ukázať. To, čo ukazujeme, je založené na experimente. А при сравнении все становится очевидным. A pri porovnaní sa všetko stane očividným. Поэтому и в Канаде, и в Индии, и в Австралии строится свой демонстрационный экотехнопарк. Да, в Канаде, Австралии и в Индии. A práve preto sa v Kanade, v Indii a v Austrálii vytvára a buduje svoj demonstračný polygón. Ну и надеюсь, что после визита министра транспорта Израиля в экотехнопарк будем еще один парк строить в Израиле. A dúfam, že po návšteve ministra dopravy Izraelu budeme ešte takýto jeden park budovať v Izraeli. Как раз Индия в этом очень показательная страна. A práve na krajine, ako je India, je to možné dokázať. Она сегодня и подписала документы на строительство Hyperloop, то есть вакуумной трубы, и скоростных железных дорог Японии, и демонстрационного стенда Skyway, демонстрационного полигона Skyway. Именно для того, чтобы сравнить все технологии. Dobre, takže hovorí o tom, že India je jedným z ukážkových príkladov, pretože v súčasnosti podpísala niekoľko vážnych dokumentov. Jedným z nich bol napríklad rýchlostné trate v Japonsku, ďalším bol napríklad demonstračný polygón Skyway, a len preto, aby si mohla porovnať úroveň týchto technológií. И я уже говорил, повторюсь еще раз, что ни одна технология не сможет, то есть ни одно техническое решение не сможет сегодня встать рядом со Skyway. A preto zopakujem ešte raz, že ani jedno technické riešenie nemôže stať a byť zarovno nášho Skyway. Здесь никакой конкуренции просто быть не может. Так, Наталья. Наталья. Сергей, извините, но пропал звук. Да. Сейчас слышно? Да. Вот. Я говорю, что здесь, как при сравнении этих технологий, никакой конкуренции быть не может. Угу.
Takže hovoril o tom, že pri porovnaní týchto technológií nemôže byť o žiadnej konkurencii ani reč. Это все равно, что задать вопрос, может ли сегодня современный смартфон конкурировать с дисковым телефоном, которым мы пользовались 20 лет назад. To je to isté, ako by sme to prirovnali k otázke, či dnes môže moderný smartfón konkurovať takému telefónu, ako sme používali 20 rokov dozadu. Это разный уровень технологии, это разные технологические уклады. To sú rôzne úrovne technológie. Мы сегодня создаем технологии будущего, а нам пытаются навязать технологии прошлого. V súčasnosti vytvárame technológiu budúcnosti, nadväzujúc na tú predošlú. Так, давайте, Чаба, там еще был вопрос, да? Ага. Да, конечно, то есть однозначно, и мы в ближайшие неделю этот вопрос с большей долей вероятности решим. То есть, да, я могу подтвердить, что проблемы есть. У нас есть проблемы с банками, потому что до сих пор на нас еще смотрят как на MLM-компанию. Какой был вопрос, Сергей? Вопрос был такой, что сегодня карточкой не могут с Венгрии платить и говорят, что если будут оплаты с карточкой, то инвестиции будет намного выше. Решим ли мы этот вопрос в ближайшее время? Dobre, takže otázka z Maďarska bola taká, čo sa týka platby kartami v Maďarsku, že aj o tomto probléme vedia, pretože stále s údivom banky na Skyway pozerajú ako na MLM spoločnosť. Но с истотой может подтвердить, что это týždeň. Да, мы все прекрасно понимаем, все как бы это. И Наталья, я просто говорю, что я подтверждаю, что да, эта проблема у нас есть, проблема с банками постоянно. И связана она с тем, что мы стоим в одной линейке со всеми MLM-компаниями. А у банков к MLM-компаниям очень негативное отношение. Dobre, takže stále hovorí o tom, že majú neustále problémy s bankami a práve preto, že stoja stále v jednej línii s MLM spoločnosťami, s ktorými banky majú negatívne skúsenosti. Но мы постоянно находим эти решения, мы решаем эти задачи, и в данный момент тоже предложим вам механизм, предложим решение, как в сегодняшней ситуации осуществлять платежи. Stále to riešia, rozmýšľajú nad tým. Určite vám v danom momente ponúknú nejaký mechanizmus, nejaké riešenie, ako sa z tejto situácie dostať. Вот, это вот то, что спрашивают непосредственно поэтому могу сказать, что в ближайшую неделю этот вопрос решим. Takže najbližší týždeň sa bude táto otázka určite riešiť. Так, давайте еще какие такие самые насущные вопросы. Словакия, можно еще? Сейчас Наталья задает вопрос. Да, Чаба, слушай. Сейчас, Наталья, секундочку. Так кто? Чаба или я? Дивиденды, да. То есть, когда будут дивиденды, да? Традиционный вопрос. Добре, Наталья, понятно, задают традиционный вопрос, когда будут дивиденды. Да. Takže otázka bola tradičná, kedy budú dividendy. Уже есть традиционный ответ.
в этом году по своему пакету вы уже будете получать доход? Dobre, na takúto tradičnú otázku ponúkam tradičnú odpoveď. Už v tomto roku budete mať z tohto zisk. То есть, что такое доход? Вы можете всегда его продать дороже, чем вы за него заплатили при покупке. A čo to ten zisk alebo výnos je? Že stále môžete tento produkt predať drahšie, ako ste dali za nákup. А дальше этот пакет будет только дорожать. A ďalej tento balík bude stále sa len zdražovať. И как, соответственно, с этого получать максимальную прибыль, мы вам еще будем рассказывать и предлагать. A ako z tohto všetkého budete čo najviac ziskoví, to vám všetko budeme rozprávať a ponúkať. Так, Наталья, у вас там был вопрос, да? Да, здесь, подождите, пожалуйста. Там было, почему нет каких-то реклам Skyway пасми. Так, мы до недавнего еще времени... Вопрос был такой, почему мы активно не рекламируемся сейчас в СМИ? Dobre, takže otázka ohľadom tých reklam. Вот, я могу сказать, что для нас сегодня работа доведения информации по многоуровневому маркетингу намного важнее. Takže musím povedať, že pre nás ako spoločnosť je práve odovzdanie informácií mnohoúrovňového marketingu o mnoho dôležitejšia. Потому что это адресное, точечное доведение информации от человека к человеку. Pretože práve to je adresné dovedenie informácie od človeka ku človeku. И поэтому для нас, чем тратить деньги на рекламу, мы эти деньги отдаем в маркетинг. Для нас это сегодня более эффективно работает. Takže práve preto v súčasnosti neutrácame peniaze na reklamu, ale dávame ich do marketingu, pretože je to pre nás dôležitejšie. Поэтому с точки зрения сегодня участия в каких-то публичных мероприятиях у нас сегодня один принцип. A práve účasť na takýchto podujatiach smeruje do jedného princípu, ktorý máme. Мы идем туда, куда нас зовут. Денег мы за это не платим. Ideme tam, kam nás pozývajú. Peniaze za to neplatíme. И недалеко то время, когда мы будем брать с них деньги за то, что они будут приглашать нас к участию в публичных мероприятиях. A nie je ďaleko od tej doby, kedy my budeme brať peniaze za to, že nás niekam pozvú. Ну, вот примерно так. Takže asi tak. Так, ну что, друзья, мы с вами больше часа уже отработали. Я считаю, что очень такая плодотворная, хорошая работа. Давайте в следующий раз, в следующую среду у нас все будет по расписанию. То есть в 21 час по Москве, в 20 часов по европейску. Встречаемся в ваших комнатах. И, соответственно, у нас будет уже такая плановая работа. Dobre priatelia, na dnes to už ukončíme. Myslím si, že u nás bola dnes taká plodotvorná, dobrá debata. Už na budúci týždeň v stredu budeme pracovať okolo 9. hodiny moskovského času a 20. hodiny večer európskeho času. Давайте по традиционной схеме вы направляете вопросы Наталье и Чабе Себастьяну. Соответственно, они эти вопросы обработают, перешлют мне. И в ходе следующей встречи я начну с того, что буду отвечать на вопросы, которые мы с вами naработаем на этой неделе. Dobre, takže schéma je tradičná a nasledovná. Znova zbierate všetky vaše otázky a potom sa dostanú ku mne a ja ďalší webinár začnem z toho, že na vaše otázky rád zodpoviem. Ну все, друзья, спасибо за работу, спасибо за участие в проекте.
To je všetko, priatelia. Ďakujem vám za prácu, za účasť v projekte. Я извиняюсь, что мы не показываем вам сейчас роликов. Veľmi sa ospravedlňujem, že vám Потому teraz что neukážem Мирополис не videá дружит rôzne. с Ютубом и не может оттуда качать ролики. Aha. Vlastne ten obrázok, ktorý vždy vidíte napravo, pretože bola nejaká chyba v Mirapolise. Поэтому в следующий раз мы вам подготовим, показываем несколько слайдов фотографий, не более того. Na budúci týždeň vám určite pripravíme niekoľko slajdov a fotografií. Ну, традиционно, друзья, строй Skyway, спасай планету. A ako už tradične, priatelia, buduj Skyway, zachráni planetu. Захран планет. Все, друзья, спасибо. Давайте до новых встреч. Spasíba, šťastlivé to je. Да, Takže всего доброго. ešte raz dovidenia.